день! И снова с вами я, Ирина Тарасова, и рубрика «Учим казахский без напряга». Я очень внимательно читаю все ваши комментарии. И мне было приятно, когда Александр в комментариях поделился своей фразой для визуализации. Фраза звучала так: в саду груши били баклуши. То есть сад бак. Представляете, как здорово? Я предлагаю вам тоже включиться в этот процесс и писать в комментариях свои слова-запоминалки. Таким образом, мы будем помогать друг другу. А теперь о сегодняшнем уроке. Мы с вами проходили давно прошедшее время очевидное. И по логике вещей, если есть очевидное, то должно быть и неочевидное. Так вот, сегодня я вас и познакомлю с этим временем. Давно прошедшее время неочевидное. Приступаем. Предлагаю для начала пополнить словарный запас. Сегодня новые слова у нас будут следующие: жазу – писать, оку – читать, көрю – видеть. Жаба зайцу писала письмо кисточкой. Выделено в слове жаба жа, в слове зайцу зу и выделено слово писала. В словаре у нас жазу – писать, жаба зайцу писала, пишет письмо. Будет писать, значит жазу – писать. Открытую книгу читать легко. Выделено в слове открытую о, в слове книгу ку и выделено слово читать. В словаре у нас оку – читать. Ну, действительно, читать закрытую книгу очень сложно, поэтому открытую книгу читать оку. Зри в корень – это значит видеть корень. Выделено слово видеть и выделено слово кор. В словаре у нас көру – видеть. Көру – видеть. Теперь давайте повторим слова. Жазу – писать. Жаба зайцу пишет. Оку – читать. Открытую книгу легче читать. И көрю – видеть. То есть видеть корень. Зри – корень. И подошли к самому главному, основной теме нашего урока. Итак, мы с вами прошли давно прошедшее время глагола очевидное, то есть то время, где говорящий был очевидцем данного действия. Но если есть очевидное, то, следовательно, должно быть и давно прошедшее время глагола неочевидное. Давайте вспомним давно прошедшее время глагола очевидное. То есть говорящий был очевидцем этого действия. И формула образования – основа глагола плюс ган, ген, хан, ген и личное окончание мын, мен, сын, сын. Мы, как подсказку, запоминали изучен, прочитан. Как же образуется и что такое неочевидное время глагола? То есть говорящий не был очевидцем этого действия или не уверен в его достоверности. Образуется давно прошедшее время неочевидное по следующей формуле. Основа глагола плюс п и плюс личное окончание. А вот какое личное окончание мы сейчас с вами посмотрим. Итак, 15-я подсказка. В казахском языке только глаголы первого лица имеют 3 пары личных окончаний. Мын-мен, бын-бен и бын-бен. Мы всегда с вами использовали по закону сингармонизма только окончание мын-мен. Почему? Потому что все основы, все суффиксы, все заканчивалось на гласные, либо на сонорные.
Давайте вспомним суффиксы. Переходное время глагола. Суффиксы а, е и краткое. Звонкие сонорные, да? Значит, мын, мен. Предположительное время глагола. Суффиксы а, е, либо р. И опять у нас это, то есть заканчивается все на букву р в предположительном времени глагола. Мы добавляем уже к суффиксу р окончание первого лица. Р сонорное, значит, тоже будет мын, мен. Далее, давно прошедшее время глагола очевидное. У нас все суффиксы заканчиваются на букву н. Ган, ген, хан, кен. Значит, тоже мын, мен. Настоящее время простая и сложная форма. Формы. У нас все заканчивается на букву р. В простой форме настоящего времени мы используем только 4 глагола. Тур, жур, жатер, отер. И в сложной форме мы помним, что вот эти вспомогательные глаголы не отдаются личное окончание. То есть опять все заканчивается на букву «р», на сонорную. А теперь формула у нас звучит основа глагола плюс «ып», «эп», «п». И все они заканчиваются на букву «п». Следовательно, мы сегодня с вами познакомимся со второй парой личных окончаний первого лица, которые начинаются с глухой, то есть пын, пен. Это новые окончания. Теперь давайте пропишем формулу по-новому. То есть основа глагола плюс ып, эп, п и плюс личное окончание. Для первого лица это будет пын, пен, ну а для второго лица остаются также сын, стен. В 15-й подсказке говорилось, что только первое лицо имеет 3 пары окончаний. То есть они могут быть мын-мен, который мы знали до этого, и пын-пен. Это вот после глухих. Третью пару будем изучать позже, когда мы до нее дойдем. Теперь давайте поставим известные нам глаголы в давно прошедшее время, неочевидное. Начнем с глагола беру, давать. Заканчивается на сонорную р. Е мягкая, значит будет береп пен. Оказывается, я дал. Или береп сен. Оказывается, ты дал. Алу взять. Алпын. Оказывается, я взял. А твердое, поэтому будет суффикс ып. Алпсын. Оказывается, ты взял. Салу класть. Салпын. Оказывается, я положил. Салпсын. Оказывается, ты положил. Сату продавать. Попробуйте сами, как будет. Оказывается, я продал. Правильно. Сатыпын. Оказывается, я продал. Ты продал будет. Оказывается, ты продал. Будет. Конечно. Сатыпсын. Меняется только окончание. Женау. Собирать. Основа глагола заканчивается на гласную а, значит будем добавлять просто суффикс п. Женапын. Оказывается, я собрал. Женапсын. Оказывается, ты собрал. Жеу. Кушать. То же самое. Основа глагола заканчивается на гласную, значит будет жепен. Оказывается, я кушал. Жепсен. Оказывается, ты кушал. Эшу. Пить. Эшепен. Оказывается, я пил. Эшепсен. Оказывается, ты пил. Бару. Ходить. Будет барыппын. Оказывается, я ходил. Барыпсын. Оказывается, ты ходил. Келю. Приходить. Попробуйте сами. Оказывается, я пришел. Будет келепен. Оказывается,
ты приходил, будет келепсен. Правильно. Киту уходить. Кетепен, оказывается, я уходил. Кетепсен, оказывается, ты уходил. Туру стоять. Турпын, оказывается, я стоял. Турпсын, оказывается, ты стоял. Жюру ходить. Жюрепен, оказывается, я ходил. Жюрепсен, оказывается, ты ходил. Отеру сидеть. Я вам даю время самостоятельно составить. Правильно. Отерпы, оказывается, я сидел. Отерпсын, оказывается, ты сидел. Жату лежать. Правильно. Жатыппын, оказывается, я лежал. Жатыпсын, оказывается, ты лежал. Еще раз обращаю внимание, что лежать слово жату и основа жат. Только в настоящем времени, как вспомогательный глагол, мы используем основу жатер. Харау смотреть. Правильно. Харапын, оказывается, я смотрел. Харапсын, оказывается, ты смотрел. Ойлау думать. Правильно. Ойлапын, оказывается, я думал. Ойлапсын, оказывается, ты думал. Тазалау чистить. Тазалапын, оказывается, я чистил. Тазалапсын, оказывается, ты чистил. Это время глагола используется очень редко, чаще всего в литературе. Поэтому мы сейчас более подробно на нем остановимся. Поставим в это время все известные нам глаголы, чтобы закрепить в памяти. Тюрту – вытирать. Тюртепен, оказывается, я вытер. Тюртепсен, оказывается, ты вытер. Апару – уносить. Апарпын, оказывается, я унес. Апарпсын, оказывается, ты унес. Акелю – приносить. Правильно. Акелепен, оказывается, я принес. Акелепсен, оказывается, ты принес. Жазу – писать. Жазыпын, оказывается, я написал. Жазыпсын, оказывается, ты писал. Көрю – видеть. Көрепен, оказывается, я видел. Көрепсен, оказывается, ты видел. Жу – мыть. Жуепын, оказывается, я помыл. Помним, если две буквы У стоят рядом и одну мы убираем, то первая буква У будет считаться как согласная. Поэтому суффикс добавляем «ып». Жупын, оказывается, я помыл. Жупсын, оказывается, ты помыл. Теперь давайте составим предложение. Мендукенге барпын. Правильно. Оказывается, я ходил в магазин. Мен базарга барганман. А вот здесь я точно ходил на базар, и я об этом помню. Вот в чем разница «ып» и «ган». То есть и то, и другое давно прошедшее время. Но одно, где с суффиксом «ган», это очевидно, и я точно об этом помню. Я был очевидцем того, что я ходил на базар.
А в первом случае пып это неочевидное. То есть, оказывается, я ходил в магазин, но я об этом не помню. Может быть, это было давно. Может быть, я был чем-то другим увлечен, занят и даже не обратил внимания, что я ходил в магазин. Мен алхураны берпен. Да, я, оказывается, дал сливу. Мен алмурты бергенмен. Я точно дал грушу. Мен аякемде тазалапын. Я, оказывается, чистил обувь. Мен жедине тазалаганмын. Я точно чистил рубашку. Сен орындыкта отырыпсын. Ты, оказывается, сидел на стуле. Сен диванда отыргансын. Ты точно сидел на диване. Сен мектептен келипсен. Правильно, ты, оказывается, из школы пришел. Сен шаштараздан кельгенсен. И опять вы правы, ты точно пришел из парикмахерской. Сен минемен шайды эшепсен. Минемен – это творительный падеж. Что у вас получается? Ты, оказывается, пил чай со мной. Сен шайды кемпитпен эшкенсен. Ты пил чай с конфетой. На этом урок закончен. Если есть вопросы, пишите в комментариях, а также пишите в комментариях ваши предложения, фразы для изучения слов. Если урок был полезен, ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал. Пока!